Добрый день, дорогие наши читатели! Мы живем в замечательной стране, которая зовется Россией. Россия– самая большая страна в мире. Она занимает самую большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. У нас есть широкие степи, бескрайние леса, и все это наша Россия. В нашей стране живет очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, музыка, культура, обычаи и обряды. Наша страна с 1994 года отмечает один из самых молодых государственных праздников – День России. 12 июня 1990 года в стране была принята декларация, важный документ о государственном суверенитете, независимости России. Позже этот день объявили государственным праздником и стали называть День России. В этот день в нашей стране впервые за всю ее историю был всенародно избран первый президент. Им стал Борис Николаевич Ельцин. В нашей стране государственный язык русский. Его знают почти все люди, живущие в России. Мы гордимся нашей великой Россией, ее разнообразной природой, богатыми недрами, а в особенности трудолюбивыми и талантливыми людьми. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Эти слова из государственного гимна нашей страны. Но страна – это не только поля и леса, города и села. Это государство. А каждое государство имеет свои символы, по которым отличается от других. У нашей страны есть свои государственные символы. Это флаг, герб и гимн. Флаг объединяет жителей страны, служит опознавательным знаком государства. Наш флаг состоит из 3 полос – белой, синей и красной. Белый означает мир, чистоту, синий – правду, веру и верность, а красный – отвагу и любовь. Многие страны имеют флаги, некоторые из них похожи, но совершенно одинаковых нет. А что такое герб? Герб – это эмблема государства, города. Как же выглядит герб нашей отчизны? Это двуглавый орел на красном фоне. Орла венчают 3 короны, символ единства нашей страны. В лапах он держит скипетр и державу. Скипетр – это символ власти, знак государственности. Держава – украшенный шар, знак законности и права. На груди орла расположен красный щит, на нем серебряный всадник, поражающий копьем дракона. Всадник – знак неустрашимости, торжества, добра над злом, истины над ложью. Герб России используют на государственных печатях, официальных и важных документах, например, на паспорте гражданина России, а также на монетах, чтобы можно было отличить российские монеты от денежных знаков других стран. А что такое гимн? Гимн – это торжественная хвалебная песня, посвященная Родине. В ней воспевается величие, красота родной страны. Когда люди хором поют гимн, они чувствуют поддержку друг друга, единение, понимают, что вместе они сильны и могут справиться с любой бедой. Гимн точно такой же символ государства, как герб или флаг. Но в отличие от герба и флага, гимн можно не только увидеть, его можно услышать или спеть самому.
Россия — это край, где мы родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, что нас окружает. Россия — какое красивое слово. Прислушайтесь. Родина моя, бескрайняя Россия, и Сибирь, и Волга, и Урал, все места для нас святые, где бы ты в России не бывал. Каждая березка, кустик каждый, задремавшие в снегу поля, все напомнит мне о самом важном, только здесь родимая земля. И куда б судьба ни заносила, не дано забыть нам об одном. Это ненаглядная Россия, есть единственный наш отчий дом.